Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев находится с рабочим визитом в Якутии. Сегодня полпред на Дальнем Востоке провел в Мирном совещание по вопросам реализации стратегических инициатив в области производственной и социальной деятельности компании «Алроса». Юрий Трутнев отметил, что сейчас важно понимать, в чем правительство и федеральные министерства должны поддерживать работу компании для того, чтобы она была наиболее эффективной, создавала новые рабочие места и обеспечивала поступление в бюджет. В совещании также приняли участие глава Якутии Егор Борисов и председатель республиканского правительства Галина Данчикова, а также президент «Алроса» Андрей Жарков. Компания «Алроса» – это глобальная компания. Это компания, которая лучше всех все знает о добыче алмазов в России, да, я думаю, и в мире тоже. Поэтому нам надо работать постоянно вместе для того, чтобы компания была эффективна, чтобы она приносила больше пользы земле Саха-Якутии, чтобы она приносила больше пользы Российской Федерации. Вот эту работу надо интенсифицировать. Сегодня речь идет не только о наших текущих делах, а речь идет о перспективе. Как раз об этом мы обсудили. Речь идет о стратегии компании. И мы просим, чтобы было уделено большое внимание с точки зрения создания минерально-сырьевой базы. Это для нас очень важный аспект. И здесь, конечно, усилия не только самой компании. И мы поставили вопрос перед Юрием Петровичем, чтобы были привлечены федеральные силы. И Юрий Петрович в этом плане тоже поддержал. И здесь и собственные силы республики тоже привлекаются. Также Юрий Трутнев и Егор Борисов посетили Ниренгринский район. Там они осмотрели строительные площадки будущих угледобывающих и перерабатывающих предприятий компании «Колмар». На стадии проектирования находится строительство специализированного угольного терминала в бухте Мучке. Первые партии угля оттуда планируется отправить уже в 2016 году. Отметим, что реализация подобных проектов позволит к 2018 году создать более 3000 рабочих мест, а налоговые поступления в бюджет составят более 3 миллиардов рублей в год.